Всем советую, кофе есть, есть протеин, спортивное питание есть. Сейчас выходят детские витамины, мыломоющие средства, шампуни, гели, пасты. Здесь вот это будет со скидкой по заводским, можно сказать, ценам. Вот этим мы отличаемся от других сетевых компаний. Если другая была бы сетевая компания, то на нее наложили бы маркетинг, транспортировку, хранение, офисы, зарплату, и она стоила бы дороже. А у нас за то, что мы являемся клубной системой, у нас заводские цены. Это новая модель бизнеса. Сейчас многие маркетплейсы, интернет-магазины, например, как iHerb, да, они дешевле, чем в сетевых компаниях. И сейчас сетевой бизнес, он устарел. Вот приходят же новые технологии, да, и они заменяют нам уже. То есть эту модель уже, можно сказать, она уже идет на покой. Почему? Потому что обороты, люди устали делать обороты, постоянно что-то покупать. Вот, и уже вышли маркетплейсы, которые, да, дают намного дешевле. А человек ищет там, где дешевле или там, где лучше, да. То есть он лучшие варианты ищет. У меня, например, есть друзья, которые что-то предлагаешь, он сразу заходит в OLX, там Валберес, еще какие-то, да, Каспий магазин, да, и смотрит, там какая цена. Если там дешевле, он не будет у тебя покупать. А зачем, говорит, тот же самый продукт там стоит 3000 тенге, а у тебя стоит 10 тысяч тенге. Конечно, он возьмет за 3000. То же самое и здесь. Вот этот продукт вы не найдете дешевле, чем у нас. Вот у нас есть протеин, вот у меня была одна наша партнерша, которая покупала протеин за $42 в iHerb. Это американский интернет-магазин. У нас он стоит $22. $20 дешевле. Да, он скажет, конечно, я лучше у тебя здесь буду брать. Тем более, это компания сертифицирована. А там в iHerb тоже не поймешь. Там разные продукты, да? Там есть разные варианты. А здесь конкретно продукция вся сертифицирована, проверена, масштабирована, да, то есть есть все. И, ну и компания, начинающая компания, она же не будет себе, если один кто-нибудь попробует, скажет, да это туфта, скажет, все, репутация компании не будет. А эта компания американская, 300 тысяч американцев здесь. Самую большую продукцию покупают американцы. Если кто-то отравится там, в Америке, это не как в Казахстане. Там быстро компанию приструнят, да, огромные штрафы, лицензию отберут, да, сертификаты отберут. То есть за этим они качественно следят. Тем более у нас основатель наш, один из соучредителей, это Райан Гудкин, он фармацевт. Он даже смотрит, где эта рыба плавает, где эта трава растет, понимаете? То есть за этим всем он следит, за качеством. Вот даже у нас, недавно у нас вот мужской и женский витамин, они убрали один компонент, добавили другой, то есть намного улучшили. Сейчас они у нас не в таких баночках, а уже побольше. То есть идет модернизация, улучшение идет все время, и об этом всегда будет идти. И вот наши основатели, Бен Глинский, Наузер, Райан и Лиза Гудкины. Вот. И у нас получается, теперь разговор пойдет о бизнесе. То есть как здесь можно стать миллионером. Можно за короткое время стать миллионером. Раньше, например, несколько лет тому назад, например, я работал на железной дороге, я просто с этого начну. У нас есть такая профессия путейцы. Есть такие у вас путейцы? Кто знает? Те люди, которые работают на путях. Так вот, когда я пришел на железную дорогу, путейцы были самые такие вот, там были алкаши, отсидевшие, в общем, самые, как говорится, отбросы, скажем так. Прошло какое-то время, на путях тяжело было устроиться, путейцам тяжело было работать, и путейц, он превознесся. Люди с высшим образованием туда еле могли поступить на эту работу. То же самое в сетевом бизнесе. Когда ты говоришь сетевой бизнес, ой, это там, скажем так, продавцы, мошенники, еще как только не называли. Но сейчас мы замечаем, что сетевики становятся миллионерами, зарабатывают